Часть первая. Этногенез и этносфера. О термине «этнос» доложено на заседании отделения этнографии 17 февраля 1966 года. Первое. Человечество, как биологическая форма, это единый вид с огромным количеством вариаций, распространившийся в послеледниковую эпоху по всей поверхности земного шара. Густота распространения вида различна, но за исключением полярных льдов вся Земля — обиталище человека. Корабли бороздят просторы океанов с глубокой древности, в тропических лесах живут племена пигмеев, приспособившихся к пессимальным условиям существования, в пустынях археологи находят следы древних поселений или охотничьих стоянок, а пространство льдов ныне осваиваются научными экспедициями. Иными словами, за период своего существования вид Homo sapiens неоднократно и постоянно модифицировал свое распространение на поверхности Земли, но, подобно любому другому виду, стремился освоить, возможно, большее пространство с, возможно, большей плотностью населения. Однако что-то ему мешало и ограничивало его возможности. В отличие от большинства млекопитающих, Homo sapiens нельзя назвать ни стадным, ни индивидуальным животным. Человек существует в коллективе, который в зависимости от угла зрения рассматривается то как общество, то как народность. Вернее сказать, каждый человек является одновременно и членом общества, и представителем народности. Но оба эти понятия несоизмеримы и лежат в разных плоскостях, как, например, длина и вес, или степень нагрева и энергетический заряд. Общественное развитие человечества хорошо изучено, и закономерности его сформулированы историческим материализмом. Спонтанное развитие общественных форм по спирали через общественно-экономические формации присуще только человеку, находящемуся в коллективе, и никак не связано с его биологической структурой. Этот вопрос настолько ясен, что нет смысла на нем останавливаться. Зато вопрос о народностях, которые мы будем именовать во избежание терминологической путаницы этносами, полон нелепостей и крайне запутан. Несомненно одно — вне этноса нет ни одного человека на земле. Каждый человек на вопрос «Кто ты?» ответит русский, француз, перс, массай и так далее, не задумавшись ни на минуту. Следовательно, этническая принадлежность в сознании — явление всеобщее. Но это еще не все. Второе. Этническая принадлежность не ярлык, а релятивное понятие. Называя себя тем или другим этническим именем, индивидуум учитывает место, время и собеседника, отнюдь не давая себе в этом отчета. Так карел из Калининской области в своей деревне называет себя карелом, а прибыв в Ленинград — русским. И это без тени лжи. Просто в деревне противопоставление русских карелам имеет значение, а в городе не имеет, так как различия в бытии и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Сложнее с татарами. Религиозное различие углубило этнографическое несходство их с русскими, и для того, чтобы казанский татарин объявил себя русским, ему нужно попасть в Западную Европу или Китай. Там, на фоне совершенно иной культуры, он назовет себя русским, прибавив, что, собственно говоря, он татарин. А в Новой Гвинее он же назовет себя европейцем, что будет правильно относительно папуасов, и пояснит, что он не из племени голландцев или англичан, а из другого, и этим вполне удовлетворит своего собеседника. Поясним на реальных примерах. Во Франции живут кельты-бретонцы и иберо-гасконцы. В лесах Вандеи и на склонах Пиренеев они одеваются в свои костюмы, говорят на своем языке и на своей родине четко отличают себя от французов. Но можно ли сказать про маршалов Франции Мюрата или Ланна, что они баски, а не французы? Или про Д'Артаньяна, как исторического персонажа, так и героя романа? Можно ли не считать французами бретонского дворянина Шатобриана и Жиля де Рица, соратника Жанны д'Арк? Разве ирландец Оскар Уайльд не английский писатель? Знаменитый ориенталист Чакан Валиханов сам говорил о себе, что он считает себя в равной мере русским и казахом. Таким примером не из числа, но все они указывают, что этническая принадлежность, обнаруживаемая в сознании людей, не есть продукт самого сознания. Очевидно, она отражает какую-то сторону природы человека, гораздо более глубокую, биологическую, лежащую на грани физиологии,
внешнюю по отношению к сознанию и психологии, под которой мы понимаем форму высшей нервной деятельности. Этот первичный гипотетический вывод требует пояснений и проверки на материале. Третье. Условимся о термине. Это тем более необходимо, что понятие «этнос» с одной стороны до сих пор не дефинировано, с другой дефиниция этого понятия является не только исходным пунктом, но и целью исследования. В самом деле, определить понятие значит установить все его сходства и различия со всеми прочими понятиями. А для исследования сходства и разницы мы должны иметь перед глазами предмет исследования. Получается как бы порочный круг, но это на самом деле диалектический путь науки. Сначала условимся о значении употребляемого нами слова-термина, а затем путем анализа раскроем его содержание. Противоречия здесь нет. В специальной работе мы предложили предварительное значение термина «этнос» — коллектив особей, противопоставляющий себя всем прочим коллективам. Этнос более или менее устойчив, хотя возникает и исчезает в историческом времени. Нет ни одного реального признака для определения этноса, применимого ко всем известным нам случаям. Язык, происхождение, обычаи, материальная культура, идеология иногда являются определяющими моментами, а иногда нет. Вынести за скобку мы можем только одно — признание каждой особи. Мы такие-то, а все прочие другие. Поскольку это явление повсеместно, то, следовательно, оно отражает некую физическую или биологическую реальность, которая и является для нас искомой величиной. Раскрыть эту величину можно только путем анализа возникновения и исчезновения этносов и установления принципиальных различий этносов между собою, а также характера этнической преемственности. Совокупность этих трех проблем мы называем этногенезом. Четвертое. Что нам точно известно об этносах? Очень много и очень мало. Мы не имеем оснований утверждать, что этнос как явление имел место в Нижнем Палеолите. За высокими надбровными дугами, внутри огромной черепной коробки неандертальца, видимо, гнездились мысли и чувства. Но о том, каковы они были, мы пока не имеем права даже догадываться, если хотим остаться на платформе научной достоверности. О людях эпохи Верхнего Палеолита мы знаем больше. Они великолепно умели охотиться, делали копья и дротики, одевались в одежду из звериных шкур и рисовали не хуже парижских импрессионистов. По-видимому, форма их коллективного бытия походила на те, которые известны нам. Но это только предположение, на котором нельзя строить даже научные гипотезы. Не исключено, что в древней эпохе были какие-нибудь особенности, до нашего времени не дожившие. Зато народы позднего неолита и бронзы, 3-2 тысячелетия до нашей эры, мы можем считать подобными историческим с большой долей вероятности. К сожалению, наши знания об этнических различиях в это время отрывочны и скудны, настолько, что, базируясь на них, мы рискуем не отличить закономерности, которые нас в данный момент интересуют, от локальных особенностей, и, приняв частное за общее или, наоборот, впасть в ошибку. Достоверный материал для анализа дает нам так называемая историческая эпоха, когда письменные источники освещают историю этносов и их взаимоотношений. Поскольку мы стоим на философской платформе монизма, понимая под этим, что законы природы едины и вечны, мы вправе, изучив этот раздел темы, применить полученные наблюдения к более ранним эпохам и восполнить пробелы наших знаний, возникающие на первой стадии изучения. Таким образом, мы избегнем аберрации дальности, одной из наиболее частых ошибок исторической критики. Целесообразно ограничить поле нашего исследования XIX веком, потому что для установления закономерности нам нужны только законченные процессы. Говорить о незаконченных процессах можно лишь в порядке прогнозирования, а для последнего нужно иметь в руках формулу закономерности, ту самую, которую мы ищем. Кроме того, при исследовании явлений XX века возможна аберрация близости, при которой явления теряют масштабность, как и при аберрации дальности. Нет необходимости ставить под угрозу исследования, привлекая материал, не откристаллизовавшийся и не получивший твердого научного истолкования. Поэтому мы ограничимся для постановки проблемы эпохой в 3000 лет, с XII века до нашей эры по XIX век нашей эры, как наиболее полно изученный. Пятое. Мы исследуем наш обильный материал путем синхронистической методики,
основываясь на сопоставлении сведений, достоверность которых не вызывает сомнений. Новое, что мы собираемся внести, будет сочетание фактов в предлагаемом нами аспекте. Это необходимо, потому что калейдоскоп дат в хронологических таблицах, приложенных к всемирной истории, не дает читателю никакого представления о том, что происходило с народами на протяжении их исторической жизни. Предлагаемая методика характерна не столько для гуманитарных, сколько для естественных наук, где установление связей между фактами на основании статистической вероятности и внутренней логики явлений является единственным путем для построения эмпирического обобщения, которое считается столь же достоверным, как и наблюденный факт. Эмпирическое обобщение не является ни гипотезой, ни популяризацией, хотя оно строится не на первичном материале, опыте, наблюдении, чтении первоисточника, а на уже собранных и проверенных фактах. Сведение материала в систему и построение концепций есть средняя стадия осмысления проблемы, предшествующая философскому обобщению. Для наших целей нужна именно эта средняя ступень. Шестое. Подобно тому, как движение Земли является составляющей из многих закономерных движений, вращение вокруг оси, вращение вокруг Солнца, смещение полюса, перемещение со всей планетной системой по галактике и многие другие, так и человечество, антропосфера, развиваясь, испытывает не одно, а ряд воздействий, изучаемых отдельными науками. Спонтанные движения, отраженные в общественном развитии, изучаются историческим материализмом. Физиология человека – область биологии. Соотношение человека с ландшафтом, историческая география, находится в сфере географических наук. Изучение войн, законов и учреждений – история политическая, а мнения и мысли – история культуры, изучение языков – лингвистика, а творчество – филология и так далее. Где же помещается наша проблема? Начнем с того, что этнос, как, например, язык, явление не социальное, потому что оно характерно для всех формаций. Влияние спонтанного общественного развития на становление этносов экзогенно. Для того, чтобы оказать воздействие на формирование или разложение этносов, линия общественного развития трансформируется через призму истории как политической, так и культурной. Поэтому можно сказать, что проблема этногенеза лежит на грани исторической науки, там, где она из гуманитарной плавно переходит в естественную. Поскольку все явления этногенеза происходят на поверхности Земли, в тех или иных географических условиях, то неизбежно возникает вопрос о роли ландшафта, как фактора, определяющего экономические возможности человеческих коллективов, этносов. Но сочетание истории с географией для нашей проблемы недостаточно, потому что речь идет о живых организмах, которые, как известно, всегда находятся в состоянии либо эволюции, либо инволюции и взаимодействуют с другими живыми организмами, образуя сообщества, биоценозы. Таким образом, следует поместить нашу проблему на стыке трех наук – истории, географии, ландшафтоведения и биологии, экологии и генетики. А коль скоро так, то можно дать второе приближение определения термина «этнос». Этнос – специфическая форма существования вида Homo sapiens, а этногенез – локальный вариант внутривидовой эволюции, определяющийся сочетанием исторического и хрономического ландшафтного факторов. Может показаться экстравагантным аспект, в котором человечество предстает как антропофауна, но начало этому типу исследований положили Дарвин и Энгельс. Последний даже определил, что стимулом развития цивилизации были не столько идеи или глубокие политические соображения, сколько алчность, эмоция, коренящаяся в сфере подсознания, функция высшей нервной деятельности, лежащей на грани психологии и физиологии. Следуя научной традиции, мы обращаем внимание на ту сторону человеческой деятельности, которая выпадала из поля зрения большинства наших предшественников. Седьмое. При изучении общих закономерностей этнологии прежде всего надлежит усвоить, что реальный этнос и этноним, то есть этническое наименование, не одно и то же. Часто мы встречаем несколько разных этносов, носящих одно и то же имя, или наоборот, один этнос может называться по-разному. Так слово «римляне» первоначально означало граждан полиса Рима, но отнюдь не соседей италиков, или даже не латинин, обитавших в других городах Лациума.
В эпоху Римской империи I-II веков количество римлян возросло за счет включения в их число почти всех италиков и многих жителей провинции отнюдь не латинского происхождения. После эдикта Каракаллы 212 года римлянами были названы все свободные жители муниципий на территории Римской империи, в том числе греки, каппадокийцы, евреи, берберы, галлы, иллирийцы, германцы и другие. Понятие «римлянин» как бы потеряло этническое значение, но этого на самом деле не было, оно просто его изменило. Общим моментом вместо единства происхождения и языка стало единство даже не культуры, а исторической судьбы. В таком виде данный этнос просуществовал 3 века, срок изрядный, и не распался. Наоборот, он трансформировался в IV-V веках вследствие принятия христианства как государственной религии, которая стала после первых 4 соборов определяющим принципом. Те, кто признавал оные соборы, санкционированные государственной властью, были своими, римлянами, а кто не признавал, становился врагом. На этом принципе сформировался новый этнос, который мы условно называем византийцами. Но они-то сами называли себя ромеями, то есть римлянами, хотя говорили они по-гречески. Постепенно в число ромеев влилось множество славян, армян, сирийцев, но название римлян они удержали до 1453 года, до падения Константинополя. Ромеи считали римлянами именно себя, а не население Италии, где феодалами стали лангобарды, горожанами сирийские семиты, а крестьянами — бывшие колонны из военнопленных всех народов, когда-либо побежденных римлянами империи. Зато флорентийцы, генуэзцы, венецианцы и другие жители Италии считали римлянами себя, а не греков, и на этом основании утверждали приоритет Рима, в котором от античного города оставались только руины. Третья ветвь этнонима римляне возникла на Дунае, где после римского завоевания Дакии было место ссылки. Здесь отбывали наказание за восстание против римского господства фригийцы, каппадокийцы, фракийцы, галаты, сирийцы, греки, иллирийцы, короче говоря, все восточные подданные Римской империи. Чтобы понимать друг друга, они объяснялись на общеизвестном латинском языке. Когда римские легионы ушли из Дакии, потомки ссыльнопоселенцев остались и образовали этнос, который в XIX веке принял название румыны, то есть римляне. Если можно еще усматривать историческую преемственность между римлянами эпохи республики и римскими гражданами эпохи поздней империи, хотя бы как постепенное расширение понятия, функционально связанного с распространением культуры, то у византийцев и римлян нет даже такой связи. Отсюда вытекает, что слово меняет смысл и содержание и не может служить опознавательным признаком этноса. Очевидно, надо учитывать еще и контекст, в котором это слово несет смысловую нагрузку, а тем самым эпоху, потому что с течением времени значение слов меняется. Это еще более показательно при разборе этнонимов тюрк, татар и монгол, пример, мимо которого нельзя пройти. В VI веке тюрками называли небольшой народ, обитавший на восточных склонах Алтая и Хангая. Путем нескольких удачных войн тюркам удалось подчинить себе все степи от Хингана до Азовского моря, и подданные великого каганата, сохранив для внутреннего употребления собственные этнонимы, стали называться также тюрками, поскольку они подчинялись тюркскому хану. Когда арабы покорили Согдиану и столкнулись с кочевниками, то они всех их стали называть тюрками, в том числе угров, мадьяр. Европейские ученые в XVIII веке называли всех кочевников летарта, а в XIX веке, когда вошла в моду лингвистическая классификация, присвоили название тюрок определенной группе языков. Таким образом, в разряд тюрок попали многие народы, которые в древности в их состав не входили, например, якуты, чуваши и гибридный народ турки-османы. Последние образовались на глазах историков путем смешения небольшой орды туркмен, пришедших в Малую Азию с Эртогрулом, газиев, добровольных борцов за ислам, аналог крестоносцев, славянских юношей, забираемых в янычары, греков, итальянцев, арабов, киприотов и тому подобное, поступавших на флот, ренегатов французов и немцев, искавших карьеру и фортуну, и огромного количества грузинок, украинок и полек, продаваемых татарами на невольничьих базарах. Тюркским был только язык, ставший государственным
потому что он был принят в армии. И эта мешанина слилась в монолитный народ, присвоивший себе название «турк» в память тех степных богатырей, которые 1000 лет назад стяжали себе славу на равнинах Центральной Азии. Опять этноним отражает не истинное положение дел, а традиции и претензии. Модификация же этнонима «татар» является примером прямого камуфляжа. До XII века это было этническое название группы из 30 крупных родов, обитавших на берегах Кирулена. В XII веке эта народность усилилась, и китайские географы стали употреблять его как название всех центральноазиатских кочевников, тюркоязычных, монголоязычных и тунгусоязычных, в том числе монголов. Когда же Чингисхан в 1206 году объявил официальным названием своих подданных имя «монгол», то соседи по привычке некоторое время продолжали называть монголов татарами. В таком виде слово «татар», как синоним слова «монгол», попало в Восточную Европу и привелось в Поволжье, где местное население в знак лояльности хану Золотой Орды стало называть себя татарами. Зато потомки первоначальных носителей этого имени стали именовать себя монголами. С этого времени возникла современная научная терминология, когда татарский антропологический тип стали называть монголоидным, а язык поволжских тюрок-кипчаков — татарским языком. Иными словами говоря, мы даже в науке употребляем заведомо закамуфлированную терминологию. Приведенных примеров достаточно, чтобы констатировать, что этническое название или даже самоназвание и явление этноса как устойчивого коллектива особей вида Homo sapiens отнюдь не покрывают друг друга. Поэтому филологическая методика, исследующая слова, для этнологии неприменима, и нам надлежит обратиться к истории, дабы проверить, насколько эта дисциплина может помочь при постановке и решении нашей проблемы. 8. История — наука о событиях в их связи и последовательности. Эталоном, которым пользуется историческая наука, является общественный институт, коим может быть государство, племенной союз, религиозная секта, торговая компания, например, Остинская, политическая партия и так далее. Словом, любое учреждение в любых веках и у любых народов. Иногда институт государства и этнос совпадают, и тогда мы наблюдаем в ряде случаев нации современного типа. Но это частный случай, характерный для XIX-XX веков, а в древности такие совпадения были редкими. Случается, что религиозная секта объединяет единомышленников, которые, как, например, сикхи в Индии, сливаются в этнос, и тогда происхождение особей инкорпорированных общиной не принимается во внимание. Но часто такие общины, обладающие всеми качествами этноса, неустойчивы и дробятся, как это было с мусульманской общиной эпохи халифата VII-X века. Конечно, общность исторической судьбы способствует образованию и сохранению этноса, но и историческая судьба может быть одной у 2-3 народностей и разной для 2 половин одной народности. Например, англосаксы и уэльские кельты объединены с XIII века, однако они не слились в один этнос, что, впрочем, не мешает им жить в мире, а у армян восточных, подчиненных еще в III веке Ирану, и западных, связанных с этого же времени с Византией, судьбы были различны, но этническое единство не нарушилось. В XVI-XVII веках французские гугеноты и католики весьма различались по своим историческим судьбам, да и по характеру культуры, как до издания Нантского эдикта, так и после отмены его, однако этническая целостность Франции оставалась неизменной, несмотря на кровопролитные войны и драгонады. Следовательно, этническое становление лежит глубже, чем явление исторического процесса. История может помочь этнологии, но не заменяет ее. 9. Многие этносы делятся на племена и роды. Можно ли считать это деление обязательной принадлежностью этноса или хотя бы первичной стадией его образования? Или, наконец, формой коллектива, предшествовавшей появлению самого этноса? Имеющийся в нашем распоряжении достоверный материал позволяет ответить «нет». Прежде всего, далеко не все современные народы имеют или имели когда-либо за все время своего существования родовое или племенное деление. Такового нет и не было у испанцев, французов, итальянцев, румын, англичан, турок, османов, великороссов, украинцев, сикхов, греков, не эллинов и многих других.
Зато клановая или родовая система существует у кельтов, казахов, монголов, тунгусов, арабов, курдов и ряда других народов. Считать клановую систему более ранней стадией трудно, так как византийцы или сасанидские персы, народы, образовавшиеся на 1000 лет раньше, чем монголы, и на 1200 лет раньше, чем казахи, великолепно обходились без родов и фратрий. Конечно, можно предположить, что в древности система родов была повсеместной. Но даже если это так, то к историческому периоду, когда народы, этносы возникали на глазах историка, такое допущение не имеет отношения. То, что господствующими во всем человечестве формами за все время существования вида Homo были разные формы семьи, групповой брак, семья Пуналуа, парный брак, моногамная семья и общественные системы, формации, достаточно обосновано и доказано, но к нашей проблеме не имеет непосредственного отношения, так как этническая целостность не совпадает ни с семейной ячейкой, ни с уровнем производства и культуры. Поэтому в нашем исследовании мы должны искать другие критерии и другие опознавательные признаки. Вместе с тем необходимо отметить, что у народов с родоплеменным устройством деление на кланы, у кельтов, фратрии, кости, сиоку алтайцев, и племенные объединения, джус у казахов и тому подобное, эти внутриэтнические единицы необходимы для поддержания самого этнического единства. Путем разделения на группы регулируются отношения как отдельных особей к этносу в целом, так и родовых или семейных коллективов между собой. Между прочим, только этим способом вводится и сохраняется экзогамия, предотвращающая кровосмесительные браки. Представители родов выражают волю своих соплеменников на народных собраниях и создают устойчивые союзы родов для ведения внешних войн, как оборонительных, так и наступательных. В Шотландии, например, клановая система выдержала набеги викингов в X веке, нападение феодалов в XII-XV веках, войну с английской буржуазией в XVII-XVIII веках. И только капиталистические отношения смогли ее разрушить. А там, где клановая система была менее выражена, например, у палапских славян, немецкие и датские рыцари расправились с ними за 2 века, XI-XII века. Несмотря на бесспорную воинственность и завидное мужество бодричей, лютичей и жителей острова Руги. Деление этноса на племена несет функцию скелета, на который можно наращивать мышцы и тем самым набирать силу для борьбы с окружающей средой. 10. Но как же восполняется отсутствие родоплеменных групп у народов вполне развитых, находящихся на стадии классового общества? Классовая структура общества и классовая борьба – факт установленный и не подлежащий пересмотру. Следовательно, деление на классы не может быть функционально аналогично делению на племена. И действительно, параллельно делению общества на классы, мы обнаруживаем деление этносов на группы, отнюдь не совпадающие с классовыми. Условно их можно назвать консорциями, но это слово соответствует понятию лишь в первом приближении. Например, в феодальной Европе внутри одного этноса, скажем, французского, господствующий класс состоял из разных консорций. Первое – феодалов, в прямом смысле слова, то есть держателей ленов, связанных с короной, вассальной присягой. Второе – рыцарей, объединенных в ордена. Третье – нотаблей, составляющих аппарат королевской власти. Четвертое – высшего духовенства. Пятое – ученых, например, профессоров Сорбонны. Шестое – городского патрициата, который сам делился по территориальному признаку и так далее. Можно по принятой степени приближения выделить больше или меньше групп, но при этом надо обязательно учитывать еще их принадлежность к партии, например, арманьякской и бургундской в начале XV века, а по отношению к народным массам такое разделение применимо в еще большей степени, так как каждая феодальная провинция носила тогда ярко выраженный индивидуальный характер. В буржуазном обществе мы наблюдаем уже не те консорции, но принцип остается неизменным. Внутри этносов и помимо классов есть для каждой особи люди своего и не своего круга. То, что консорции, как мы их условно назвали, неизмеримо менее стойки и длительны, чем родоплеменные группировки, бесспорно. Но ведь и последние не вечны. Значит, разница между теми и другими не принципиальна.
Сходство же их в том, что они несут одинаковую функциональную нагрузку, поддерживая единство этноса путем внутреннего разделения. И самое важное и любопытное — это то, что при возникновении консорции отличаются друг от друга лишь нюансами психологии, но со временем различия усугубляются и кристаллизуются, переходя в обычаи и обряды, то есть в явления, изучаемые этнографами. Например, старославянский поцелуйный обряд трансформировался в России в целование руки замужним дамам и сохранился у поместного дворянства, но исчез из быта других слоев населения. Горький, наблюдавший в крупных городах Поволжья быт мещан и интеллигентов-разночинцев, констатирует такие глубокие различия, что предлагает рассматривать эти недавно сложившиеся группы населения как разные племена. В том смысле слова, в котором он его употребляет, то есть как различие в быте, нравах, представлениях, он прав, и наблюдение его плодотворно. В наше время эти различия почти стерлись. Они были характерны для короткого периода, около 80 лет, но мы уже говорили, что продолжительность явления не влияет на принципиальную сторону дела. Еще характернее другой пример — старообрядцы. Как известно, это небольшая часть великороссов, не принявших в 60-х годах XVII века некоторых реформ церковного обряда. Тогда они еще ничем не выделялись среди прочего населения. Во втором поколении, при Петре I, они составляли определенную изолированную группу населения. К концу XVIII века у них появились, а отчасти сохранились, обычаи, обряды, одежды, резко отличные от тех, которые стали общепринятыми. Екатерина II прекратила гонения на старообрядцев, но это не повело к обратному слиянию их с основной массой этноса. В новообразовавшуюся внутриэтническую целостность входили и купцы-миллионеры, и казаки, и полунищие крестьяне из Заволжья. Эта единица, сначала объединенная общностью судьбы, консорция, постепенно превратилась в единицу, объединенную общностью быта, конвиксия, и лишь в XX веке постепенно стала рассасываться, так как повод для ее возникновения давно перестал существовать, а оставалась только инерция. Примеры, приведенные нами, ярки, но редки. Чаще функции внутриэтнических группировок принимают на себя естественно образующиеся территориальные объединения, землячества. Наличие таких делений, как и при родовом строе, существование фратрий, не подрывает этнического единства. Теперь мы можем сделать вывод: внутриэтническое дробление есть условие, поддерживающее целостность этноса и придающее ему устойчивость. Оно характерно для любых эпох и стадий развития. 11. Итак, ни одна из гуманитарных наук не дает ответа на существо проблемы этнологии и этногенеза и даже не позволяет создать терминологию, которая была бы точна и общепонятна. Поэтому попробуем обратиться к естественным наукам, географии и примыкающим к ней разделам биологии. Мы уже говорили, что целесообразно рассматривать человечество как вид Homo sapiens. Но тогда все закономерности развития любого вида млекопитающих применимы к людям, разумеется, за исключением специфических особенностей, что в высшем аспекте несущественно. Всем видам животных свойственны инстинкт продолжения вида, размножения, стремление распространить свое потомство на наибольшую возможную площадь, пригодную для жизни, ареал, и способность приспособления к среде, адаптация. В отношении этих общих черт люди не являются исключением. Однако распространение любого животного вида ограничено тем, что каждый вид входит в биоценоз, закономерный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанных в одно целое, общности условий существования. Каждый биоценоз связан с участком земной поверхности, который он занимает и к которому он приспособлен. Такой участок называется биохор. Поскольку биоценоз — связанная система, и изменение в ней какого-нибудь одного звена ведет к изменению остальных звеньев, то в этом отношении налицо полная аналогия с географическим ландшафтом. А так как каждый биохор связан с определенным ландшафтом, то целесообразно принять термин, предложенный академиком Сукачевым — геобиоценоз, совмещающий биологические и географические особенности данного биохора. Геобиоценозы динамичны. Они меняются вследствие сложного переплетения экзогенных импульсов. Смена геобиоценозов носит название сукцессии. При возникновении биоценоз складывается из животных и растительных форм, примиряющихся к условиям заселяемого ими ландшафта. В результате приспособления возникает новый адаптивный тип сообществ,
приобретающий новые особенности структуры поведения. Таким образом, любой животный вид модифицируется под воздействием адаптации. Степень модификации определяется разнообразием географических условий заселяемого видом ареала. Но чаще всего возможности изменения ограничены, так как вид, успевший накопить ряд определенных признаков, не может произвольно избавиться от них, согласно закону о необратимости эволюции. Поэтому большинство видов животных имеет ограниченные ареалы. Человек же, как мы уже отметили, распространился по всей земной поверхности. В этом одно из важнейших отличий вида Homo sapiens от прочих видов млекопитающих. Но потребность в адаптации у людей осталась и проявляется особенно сильно именно вследствие широкого распространения вида как целого. Замечено, что отдельные этносы при своем возникновении связаны с определенными ландшафтными условиями, биохорами. Следовательно, исходя из сказанного, мы можем охарактеризовать этнос как биологическую единицу, таксономически стоящую ниже вида, как популяцию, а само этническое деление человечества как один из способов адаптации в ландшафтах не столько в структуре, сколько в поведении. Путем применения естественных наук отыскана дефиниция, которую мы бесплодно искали в науках гуманитарных. Эта важная проблема будет освещена специально в особом докладе. Но тут сразу же возникает сомнение, а как же люди столько веков без высокоразвитых наук оперировали таким сложным понятием, как этнос, и не путались в практическом применении его? И почему путаница возникла, как только в XIX веке появилась наука, этнография? И не значит ли это, что научное осмысление этнических явлений не нужно или вредно? Мы наблюдаем в природе множество явлений, которые либо не поддаются определениям, либо определения бывают тавтологиями. Например, как определить такое явление, как время? А считать его мы умеем достаточно точно. Понятие «сила» определяется в физике как причина, вызывающая ускорение. Но ведь это тавтология. В физиологии наблюдается явление клинической смерти, которая по существу еще жизнь, и так далее. Очевидно, мы, люди, знаем гораздо больше, чем можем назвать словами. И только в спекулятивной философии знания и названия совпадают, но ведь спекулятивная философия не ставит своей целью изучение реального мира. Этнические различия реальны и воспринимаются людьми безотчетно. При простых этнических сочетаниях не возникает нужды в осмыслении явления, которое и без того всем понятно. Но по мере накопления материала и усиления связей между народами всего земного шара потребность в осмыслении усилилась, и возникла необходимость в систематизации знаний. Наука XIX века, стоявшая на позициях спекулятивной философии идеализма и его варианта вульгарного материализма, не справилась с поставленной задачей. Главным препятствием тому было резкое ограничение всего, что относится к человечеству, от того, что касается остальной природы, как живой, так и мертвой. Исключение было сделано только для медицины, и то потому, что сами философы предпочитали быть вылеченными от болезней. Как мы показали выше, граница между специфически человеческой и натурально-фаунистической сферами существует, но проходит она не там, где ее помещали философы и социологи XIX века. В частности, этнические явления лежат в сфере природы, и поэтому осмысление их возможно лишь путем применения той самой методики, которая дала такие блестящие результаты в физической географии, зоологии и учении о наследственности. Сочетание этих наук с историей полагает начало новой науки – этнологии, практическое значение которой очевидно и неоспоримо. 12. Однако, проводя границу между этнологией и гуманитарными науками, мы обязаны указать ее отличие от чисто биологической дисциплины – антропологии, науки о человеческих расах. Расы тоже рассматриваются как таксономические единицы ниже вида, но здесь классификация идет по соматическим признакам, а в этнологии – по характеру поведения. Расы и этносы – понятия не только не совпадающие, но исключающие друг друга, потому что каждый этнос состоит из смешения двух и более рас, первого или второго порядка, а каждая раса входит в состав многих этносов. Сочетание рас первого порядка, например, европеоидов и негроидов, имели место в Индии, европеоидов и монголоидов в Средней Азии и Латинской Америке, монголоидов и негроидов в Восточной Индонезии, и это не мешало сложению этнических коллективов. В Европе, Южной Африке, Америке и Полинезии происходило смешение рас второго порядка. Например, во Франции
смешались северная, альпийская и средиземноморская европеоидные расы. В Германии северная и альпийская, на Балканах динарская и средиземноморская, а в европейской России насчитывается 5 расовых компонентов второго порядка, не говоря о пришлых монголоидных элементах. Зато чистой в расовом отношении народности нет нигде. Даже скандинавы не избежали смешения, хотя оно произошло во втором тысячелетии до нашей эры, когда арийские племена проникли в Европу и смешались с неолитическими племенами Прибалтики. В образовании племен Новой Гвинеи участвовали папуасы и меланезийцы, резко отличные друг от друга. И даже на острове Пасхи обнаружены 2 расовых компонента – короткоухие и длинноухие, по соматическим и психическим признакам не идентичные. Расовая теория к этнологии неприменима. Следовательно, этносы отличаются друг от друга чем-то другим, хотя и не менее значительным. Вспомним, что каждый этнос с момента возникновения делится на составные части, либо роды и фратрии, либо племена, либо консорции, сочетание которых практически неповторимо. Это значит, что каждый этнос имеет оригинальную структуру, которая воспринимается людьми как этническая целостность. В тех же случаях, когда структура стирается и этнос находится на грани ассимиляции другими этносами, остается инерция, то есть традиция. До тех пор, пока инерция не иссякнет, люди, принадлежавшие к данному этносу, будут относить себя к нему. И тут не имеет значения, говорят ли эти люди на языке своих предков, соблюдают ли они их обряды, чтят ли свои древние памятники, живут ли на земле, породившей их структуру. В чем кроется механизм сложения, устойчивости, изменчивости и исчезновения этнических коллективов? Это основная проблема этнологии, о которой следует говорить особо. Пока же отметим, что этническая структура всегда возникает в определенных и неповторимых географических условиях, в том или ином ландшафте. Поэтому, определив расу как подвид в аспекте биологии, мы вправе отнести понятие этнос к разряду географических наук в ту область, где они смыкаются с историческими.